Феминизм – это против мужчин? Общество, когда задумывается о равноправии, о равных правах мужчины и женщины, становится на самом деле демократическим. Крымско-татарский феминизм про какие проблемы? Более того, я скажу, что есть исламский феминизм. Кто трактует этот феминизм так условно исламский? Здесь есть же мужчины-феминисты, которые выступают за права женщин. Крымско-татарский мир. Мне кажется, что он очень удобен только для мужчин. У нас все-таки закрытое общество. И для чего нужны крымские татары этому человечеству? Может быть, мы уже на пути к исторической реорганизации своего собственного этноса? Может, мы уже сейчас перерастаем в другой этнос? Салям алейкум. Это проект Миркес. Ильнур Ханум, весна, и самое время поговорить про женщин. Поэтому сразу с корабля на бал. Феминизм – это против мужчин? Нет, феминизм – это не против мужчин. Феминизм не подразумевает под собой, что женщина должна быть мускулинной, а мужчина – феминизированным. Угу. Тогда о чем это? Феминизм, про какие? Немножечко такой исторический флешбэк. На сегодняшний день называют, что феминизм имеет уже 3-4 волна. Раньше феминизм начался с движения суфражисток, это 100 с лишним лет назад, когда женщины были лишены права выбора и быть избираемым в парламент, структуры государственные и так далее. То есть это такое гражданское движение? Да, по большому счету феминизм – это гражданское движение, которое, в принципе, идеология, которую сейчас развивают многие гражданские общества, организации негосударственные и так далее, и партии, в том числе политические. Началась первая война суфражисток, затем переключилась это уже в 60-е годы, когда уже заговорили о равных правах в труде, в имуществе, право на наследство и так далее. Да, оказывается, что когда-то в 60-х, 70-х годах женщины в мире не могли получать одинаковую зарплату с мужчиной, занимая аналогичную должность. Это было так. И на сегодняшний день феминизм, 3-4 волна, это в 17-16 году возникла, подразумевает уже непосредственно защиту прав женщин от домашнего насилия, от ранних браков, как мы знаем, от проституции, понуждения к проституции. Феминизм выступает против секулятивных абортов, когда, например, женщина знает, что она родит девочку, и эту женщину, будущую мать, принуждает к тому, чтобы она совершила аборт, потому что девочки никому не нужны. На сегодняшний день движение именно строится на то, чтобы защитить физически женщину от насилия, от домашнего насилия, от харассмента, от того, что на работе бывает так, что домогаются женщин. Ну и, в принципе, на сегодняшний день у нас тоже нарушаются трудовые права женщин. Например, когда у женщины 2-3 детей, она приходит на работу устраиваться и говорит: ну, вы знаете, у вас же маленькие дети, они будут болеть, а нам вот невыгодно, чтобы вы были на больничном постоянно. С этим сталкиваются. Более того, я скажу, что есть исламский феминизм. И он подразумевает под собой не то, что давайте снимем, освободим исламских женщин от платка хиджаба. Нет, исламский феминизм выступает за то, чтобы я хочу носить платок, я хочу совершать намаз, и чтобы мои трудовые права, гражданские, при этом не нарушались. Угу. Смотрите, вот эта вот эволюция от гражданских прав, от защиты политических, по сути, прав женщин в начале 20 века сводится в большинстве случаев к защите физических прав, да, условно физических прав и материальных в том числе. Вот эта вот смена субъектности, о чем она говорит, про что это? Это говорит о том, что общество, когда задумывается о равноправии, о равных правах мужчины и женщины, становится на самом деле демократическим. Давайте опять-таки вернемся к доисламскому периоду. Джахилия, если не ошибаюсь, называли. В принципе, в те времена до ислама девочек тоже они были нежелательны в семье. И при рождении многих закапывали, убивали. Насильно выдавали замуж. То есть женщина не обладала никакими правами абсолютно. Она была именно вот объектом прав, не субъектом своих прав. Когда пришел ислам, женщина получила право на наследство, право говорить да или нет, выходя замуж, при выборе спутника жизни. Женщина обрела наконец-то-таки вот относительно равноправие среди мужчин. И в принципе, вот когда пришел ислам и когда началось вот равноправие, это была настолько ультрапрогрессивная ситуация, которая в принципе потом стала религией, что для того общества оно не смогло противостоять этому. И многие-многие исламские традиции, исламские нормы, они
подтверждаются в феминизме, подтверждаются в гендерном праве, в защите прав женщин. Ислам защищает права женщин. А сегодня то, что вот некоторые говорят, вот бедные женщины, которые вынуждены носить хиджаб или там вынуждены сидеть дома, на самом деле ислам не запрещает ничего такого. Ислам, он поддерживает права женщин. Ну, я думаю, что проблема исламского феминизма, условно назовем это так, да, не в том, что есть либо нет у женщин права, а в том, кто трактует этот феминизм, так условно исламский. Да, на сегодняшний день исламский феминизм, девочки, женщины отстаивают гендерные права, они говорят о том, что необходимо, в принципе, и женскую точку зрения указывать в исламе, то есть чтобы женщина тоже имела право трактовать те или иные нормы, исходя из Корана и Сунны. Поэтому на сегодняшний день набирают обороты, когда женщина, имея научный статус в исламских религиях, имеет право трактовать те или иные нормы по исламу. Женский взгляд все-таки здесь тоже немаловажно. Имеет место быть. Да, конечно. Давайте поговорим про крымско-татарский феминизм. Есть ли такое явление, как крымско-татарский феминизм, и про что он? Когда я погружалась в тематику, я смотрела, о чем феминизм на постсоветском пространстве, в мусульманских государствах постсоветского пространства. И обычно проблематика сводится к ранним бракам, к каким-то сексуальным преступлениям, к келинизации. Есть такой термин, оказывается, келинизации женского пространства от слова келин. И все в контексте брака и вот какого-то семейного брачного статуса женщины. Крымско-татарский феминизм про какие проблемы? Так, я бы хотела здесь обозначить некоторые моменты, что тот феминизм, который мы видим, например, в голливудских фильмах или который высмеивается в политическом сообществе, это не против мужчин, это за права женщин. Касаемо крымско-татарского феминизма, гендерных прав. Для начала он есть вообще у нас, это движение? Есть, но мы не говорим слово «феминизм», мы просто говорим, что наши женские права. Потому что для многих, точнее, феминизм – это еще ругательное слово. Да, это ругательное. Почему-то, когда я говорю, давайте про феминизм, в принципе, движение, все думают, ой, вы что? Нет, я не такая, что не уступайте мне дорогу, или, допустим, я сама за себя заплачу. Нет, феминизм – это совершенно про другое, про иное. В нашем крымско-татарском сообществе женском есть вполне феминизм, и он уходит далеко-далеко в исторические корни. Потому что если так вспоминать еще ханские времена, и я как-то сталкивалась с тем, что в исторических источниках говорилось о том, что когда хан, например, писал письмо в Речь Посполитую или в Московию, то бывало так, что ответ получал он не только на свое имя, но и на имя своей жены, или не одной, например, или дочери, или сестры, или матери. То есть, мы знаем, что дипломатический протокол он достаточно очень серьезно соблюдается и соблюдался даже в тех временах. Поэтому вот даже с Крымского ханства мы видим, что ниточки в равноправии идут еще с тех времен, что женщина достаточно весомое положение занимала при Крымском ханстве. Потом мы вспоминаем Исмаила Гаспаринского, его дочь, как первый Курултай как проходил. И если мы посмотрим фотографии, то достаточно большое количество женщин принимало участие. Поэтому это уже у нас, наверное, на генном уровне есть. В крови присутствует, да. Эти зародыши не просто так появляются даже в сегодняшнем современном виде, потому что были основания в прошлом. Контекст современный крымско-татарского феминизма. Про что он? Про домашнее насилие? Про что он? У нас все-таки закрытое общество, и домашнее насилие на сегодняшний день непопулярно обсуждать это в общественности. Мы сталкивались и сталкиваемся, к сожалению, с домашним насилием среди наших семей крымско-татарских. Женщинам очень сложно рассказать об этом. И, кстати, в 2017-2016 году, когда началась 3-я и 4-я волна феминизма, началось оно с такой социальной акции общественной «Я тоже», Me Too, когда женщина могла хотя бы в интернете выложить свою статью о том, что столкнулась с домашним насилием со стороны близких людей. Мы, Мирьям Кале, наша организация, неоднократно сталкивается с такими историями, к сожалению. Время от времени мы можем публиковать, опять-таки, с разрешения автора ситуации. И вы знаете, к нам приходит, к сожалению, очень масса сообщений о том, что женщина страдает не только, например, от
действий своего супруга, но и, допустим, сестра может оказаться под давлением психологическим и физическим насилием со стороны брата родного. А также и дочери могут подвергаться насилию со стороны отца. Это не только физическое насилие, сексуализированное, но и психологическое, когда говорят, обесценивают твои достижения, унижают, оскорбляют. Это тоже действует все. А психологическое состояние, когда мы находимся в негативе, это срабатывает потом на что? Психосоматика. Психосоматика отражается на чем? На нашем физиологическом здоровье. Вот поэтому у нас и, в принципе, удивляются, почему раковые заболевания много, почему сердечно-сосудистых, почему неврологических каких-то расстройств. И вы знаете, мне очень понравился недавний доклад Всемирной организации здоровья по поводу домашнего насилия. И знаете, что первое стоит в факторе, который влияет на насилие в семье? Образование. Для меня это было очень интересно. Образование как со стороны непосредственно автора насилия, насильника, да, деспота, так и со стороны жертвы. Вот чем ниже уровень образования, тем больше процент насилия в таких семьях, к сожалению. Это уже потом уже идет психологическая травма в детстве, допустим, или иные какие-то факторы, но первым выступает именно образование. Но, насколько я понимаю, фактором равноправия, или, скажем так, условием, при котором равноправие цветет и пахнет, что называется, в том числе являются экономические условия. Чем выше уровень жизни, чем выше уровень, скажем так, жизни общества в целом, тем меньше проблем в этом смысле, гендерных проблем, условно говоря. Насколько я понимаю, скандинавские страны в этом смысле самые-самые первые. Ну, скандинавские страны вообще по многим параметрам занимают пальму первенства и в уровне там, счастья населения, и в равноправии мужчин и женщин в том числе. Экономические аспекты насколько влияют в нашем обществе вот, на это гендерное равенство, либо неравенство? Угу. Конечно, фактор есть влияние. Особенно это можно просмотреть на таких ситуациях, когда, вот, допустим, был ковид, вспышка ковида, и когда мы все сидели у себя дома, и кто-то работал на удаленке, а кто-то потерял, в принципе, работу. И если опять-таки обращаться к статистике, то говорил, что мужчины, которые потеряли работу, были уволены, попали под сокращение, у них в семьях больше проявлялось вот это домашнее насилие. Потому что финансовое неблагополучие, оно отражается, конечно, это несостоятельность, да, вот то, что мы говорим о том, что мужчина – это кто у нас? У нас добытчик. Это добытчик, да, в семье. То есть вот такая вот роль, что ты вот добытчик, ты главный. Что интересно, я состою в нескольких чатах крымско-татарских, достаточно больших, объемных. И когда мы сидели дома во время ковида, многие начали писать: «Баллар, кто-то цемент может привезти, я здесь дома хочу ремонт докончить, кто-то песок возит, а давайте втихаря». То есть люди начали выходить во двор, занимать себя каким-то делом, ремеслом, лишь бы отвлечься от ситуации. То есть, да, у нас есть, к сожалению, домашнее насилие присутствует в семьях, но не в тех объемах, как бы это, допустим, по сравнению с другими этническими группами. Угу. То есть это не тренд для нас? Нет. Мы можем договариваться, мы можем чувствовать друг друга, и поэтому друг друга, имею в виду супруги, вполне. Смотрите, я практически уверена, что крымско-татарское общество – это патриархальное общество. И вот эти вот правила про мужскую ответственность, условные правила, да, которые существуют вроде бы как номинально, вроде бы как и это неписанное правило, но что мужчина вот тот самый добытчик, мужчина тот самый глава семейства, насколько это вписывается в сегодняшний контекст, насколько это правильно, как минимум? Мне нравится одна сказка, «Мешок орехов» называется. Угу. Такое небольшое отступление сделала. Мне очень это нравится сказка. Жили-были 5 братьев, 4 были женаты, а самый младший не хотел создавать семью. И все его говорили: ну что ты вот ходишь, как один-одинешенек, вот у нас семья. Он говорит: да, вы всеми помыкаемы своими женами. И старший брат говорит: да как это? Как это? Я здесь глава семьи. Да я как кулаком стукну об стол, все по стеночкам стоят смирно.
Ну, тогда брат сказал, ну, если ты такой, тогда приходи, у меня есть орехи, я тебя отсыплю. Ты как глава семьи, действительно. И вот брат приходит, старший к младшему, мешок подает, а младший говорит, Акай, а что такой маленький мешок взял? А он что ответил? Говорит, ну, я взял побольше мешок. А жена сказала, ну, не позорься, подумай, что у нас орехов нету, возьми поменьше. Вот и взял поменьше. То есть можно об этом говорить в нашем контексте, что да, у нас патриархат, но женщины у нас очень мудрые, умудренные опытом историческим, все-таки генетическая память тоже она дает о себе знать. Мы можем лавировать, мы можем где-то поддержать, где-то, может быть, и на конфликтную ситуацию выйти, но мы вот все-таки чувствуем друг друга, мы взаимосвязаны. Вот в этой теме у меня есть две такие гипотезы. И одна из них связана вот с тем, что вы только что сказали, да, что у нас женщины мудрые, женщины умные, женщины знают, как себя повести. Не связано ли это с тем, что мы давно уже созрели, более того, есть какие-то генетические основания или исторические основания для какой-то самостоятельной и важной роли, или, по крайней мере, давно созрели для того, чтобы вот стереть эти стереотипы внутрисемейные, да, по распределению гендерных ролей или социальных ролей. Но при этом включаем вот это вот самоцензурирование, при этом мы включаем вот это вот соответствие традициям, одету, вот что мужчина главный в семье. Насколько это правильно, насколько это разумно в нашей сегодняшней ситуации? Я думаю, что это правильно, действительно, это разумно, потому что все-таки и по исламу, и по нашим обычаям глава семьи – это мужчина. А мы уже или серый кардинал, или ташей, который поворачивает голову. Поэтому здесь говорить о том, что пришло ли время или не пришло, я думаю, что оно уже давно пришло, и мы уже живем в этом времени. Просто мы не выносим это вот так вот. Не акцентируем на этом внимание? Мы не акцентируем на это внимание. Мы просто уже живем в этом потоке. Мы живем с этими правилами новыми, которые, в принципе, устраивают обе стороны, как мужскую, так и женскую. А устраивает ли женскую сторону? Судя по тому, что возникло движение, судя по тому, что женщины все чаще и чаще говорят о себе, и в одной из наших передач я уже говорила о том, что за последние несколько лет у нас прошло несколько женских мероприятий, связанных с правами так или иначе женщин. Может быть, что-то женщины хотят мужчинам на что-то намекнуть? А в принципе, даже есть мужчины, которые поддерживают эти мероприятия. Очень много мужчин. Я сама пришла, в принципе, к гендерным правам и феминизму благодаря своему супругу, который мне с мужской точки зрения иногда подсказывал, что на самом деле вот так и так, а не вот только это бывает. Поэтому здесь есть же мужчины, феминисты, которые выступают за права женщин, которые неприемлемо насилие в семье, насилие над супругой, над детьми, которые все это видят. И, в принципе, вот когда дети видят насилие в семье, это все, это травма на всю жизнь, которая неизвестно как это может аукнуться в будущем. Ну, на выходе мы получаем жертву, как минимум, с соответствующей моделью поведения. Да, к сожалению. Я все-таки вернусь к теме крымско-татарского мира. И вот, я упрямая в этом смысле, судакская натура. Крымско-татарский мир. Мне кажется, что он очень удобен только для мужчин. То есть вот женщинам как-то не особо много места для того, чтобы разойтись, как минимум профессионально. То есть у нас есть стереотипы относительно того, кто может быть, какую профессию может выбрать женщина. У нас есть много стереотипов, до какой степени женщина может развиваться. И если ты отдаешься вот какой-то своей отрасли, своей специальности, своей профессии и растешь в этом направлении, тебя обязательно осаждают вопросами, а когда же ты реализуешься как женщина? Да, есть на самом деле даже такой мужской эгоизм и мужская зависть. Но это опять-таки не привязка к нашему крымско-татарскому народу, это, скорее всего, просто у мужчины есть, которые и могут и завидовать успешности карьеры женщины, и есть со стороны женщины, которые говорят, ну когда же ты замуж выйдешь, когда же будет у тебя потомство, дети и так далее. Ну, справляемся. Справляемся ли? Справляемся вполне, потому что сегодняшние реалии таковы, что мужчине сложно заработать достаточное количество, допустим, денег для того, чтобы содержать большую семью. И мужчина это понимает, в принципе. Да и сейчас очень большой рынок труда, который может воспользоваться женщина. Сидя дома, ведя домашнее хозяйство, она может работать на удаленной работе.
быть блогером. Если мы справляемся, то откуда такое большое количество разводов? Я не уверена, что можно оперировать какими-то цифрами, но вот визуально, по тому, как вокруг все складывается, я вижу, что очень большое количество разводов. Да, и это затрагивает именно поколение уже новое, молодежь. Потому что если вот взять наших мам-бабушек, даже если там были проблемы семейные, то не стремились к разводу. Но, во-первых, это было стыдно. И стыдно иметь клеймо разведенный, стыдно, что вот уже второй раз замуж и не возьмет никто, тем более с детьми. На сегодняшний день женщина как-то, скажем так, не обращает внимания на то, что говорит ей общество. И да, в принципе, и общество, как говорят, поговорит и забудет. Сегодня так, а завтра вот так. Но вот эта проблема разводов, она, да, действительно затрагивает именно уже новое поколение. Почему? Я думаю, что вот нет привязанности, чувств, эмпатии и, в принципе, может быть, даже осознания для того, зачем выходить замуж или жениться. Ну и как вот я общалась с нашими психологами крымско-татарскими, почему такая ситуация возникает? И многие говорят, что сейчас поколение инфантилов. То есть это инфантильные люди, которые вот требуют от кого-то для себя, а задуматься над тем, что я несу, взять ответственность на себя и что я могу дать супругу, супруге, этому миру. Многие над этим не задумываются. Все потребители становятся, многие, точнее, потребители. Что ты сделаешь для меня, а когда ты мне это купишь, а когда мы переедем туда, когда мы съездим туда и так далее. Сейчас что-то вы сейчас вот не объективно. У меня такое ощущение, что это какая-то нотка не феминистическая прозвучала. Но опять-таки я же говорю, феминизм это не против прав мужчин. Это феминизм, это за отсутствие физического насилия, психического, психологического. А то, что вот психологически, да у всех в семье возникают психологические проблемы. Нет ни одной семьи, где не было бы маленьких или больших ссор. Нет ни одной семьи, которая бы не доходила до развода. Не существует. Это неправильная семья, такого не может быть. Потому что даже вот если исходя из теории конфликтологии, да, любой конфликт, здоровый конфликт, он наоборот дает толчок для развития дальнейшего. Поэтому здесь говорить о том, что какие-то моменты психологические в семье, кто-то кому-то не рад и настроение испортило, это одно. Поэтому здесь надо четко разделять. Психологические проблемы семьи – это одно. Может быть, кому-то стоит сходить к психологу, а там, где уже идет нарушение прав, где идет избиение, где убийство, допустим, да, или там, где мужчина непосредственно деспот и нарушает, угнетает женщину, то вот в этой ситуации, да, вот здесь феминизм работает на защиту прав, на защиту гендерных прав. Вы знаете, вот если вот так посмотреть, как я уже говорила, там, где гендерные права поднимаются, равенство, там и есть демократия. Потому что если вот так посмотреть на сегодняшний день по государствам, по каким-то социальным группам, там, где притесняются права женщин, это авторитарные государства, это авторитарные группы населения. Это неправильно. Там, где начинаются развиваться гендерные права, это ведет к изменениям достаточно глобальным. Посмотрите на Иран, что сейчас там происходит, в принципе, да, то есть жизнь, свобода женщины. Посмотрите, в Китае тоже проблема. Они выступают против феминизма, за то, чтобы было традиционное общество, где женщина должна сидеть дома, воспитывать детей и так далее. В принципе, да и Афганистан, Европа. Афганистан – это антипример. К сожалению, да. Мы думаем, что нарушение прав женщин – это где-то вот действительно это Афганистан, Африка и, может быть, где-то в Америке. Третьи страны мира, так называемые. Да, на самом деле нарушения, вот такие грубейшие нарушения прав женщин, то вот здесь рядом. Я очень много сталкивалась с домогательством на работе, когда именно вот женщину принуждали к вступлению в половую связь со стороны начальника. То есть есть масса способов принудить. Многие могут сказать, да, пошла, хлопнула дверью, уволилась. Но есть, знаете, такие психологические моменты, когда женщина не может справиться с таким давлением, к сожалению. Как я уже говорила, это ранние браки проблема. А сейчас с учетом миграционных процессов, которые у нас сейчас
пошли. Ну, мы об этом еще поговорим. Да. Давайте так, мы с вами как-то, ну не с вами, вы как-то писали свою реакцию на один из наших выпусков проекта «Меркес», о чем говорят мужчины. Я, если позволите, даже процитирую вас, потому что, ну, читать ваши посты в социальных сетях – это отдельное интеллектуальное удовольствие, поэтому я поделюсь вашей цитатой. «Что такое быть скромной сегодня? Много признаков приходит на ум. Невызывающая одежда, нюдовый макияж, но за этими и другими внешними признаками расцветает такой же скромный характер. Стыдливость, застенчивость, робость, смирение, послушание и нежелание показывать себя, отсутствие тяги к первенству, умеренность и непритязательность. Не призываю к воспитанию стойких, нескромных, чванливых и заносчивых барышень, но, как мне кажется, не следует быть необдуманно скромной в наше время». Скромность – это плохо? Я бы здесь поставила знак равенства. Скромность – это значит, в этом контексте я имела в виду, что быть незначительной к себе, к окружающим, незатейливой, скажем так, неинтересной. Вот здесь скромность я имела в виду. В этом контексте. Да. Потому что, вы знаете, целая наука, как себя вести в обществе, этикет и так далее, да, как поддерживать разговор. Даже в домах Лондона, в аристократии используют такие воспитательные методы, когда вот расставляют пустые стульчики и пишут там герцогиня, граф и так далее. И девочек маленьких с 10-12 лет говорят, вот давайте мы поговорим с пустыми стульями, как вы будете поддерживать разговор. Потому что сидеть неприлично, не выражать свою точку зрения, это считается моветон. Вот здесь вот скромность-незатейливость, неинтересность, вот это больше всего меня угнетает в отношении наших девочек. Означает ли этот текст, эта цитата о том, что вы призываете женщин к первенству? Нет, к развитию. К развитию. Да, к самообразованию, к развитию. И самое главное, наверное, не только что для меня, но что я могу дать этому миру. А всегда ли у нас в нашем обществе ставится такой вопрос, что я могу дать этому миру? Мы ведь находимся в ценностях выживания. Мы всегда вот пытаемся просто выжить. И неужели мы достигли того уровня, когда мы можем говорить о своей нужности, извините за это слово, миру? Да. Вот мне очень нравится, импонирует гегелевская модель истории. Тут такой немножечко история как бы имеет свой дух, и история смотрит, да, предоставляет такие ситуации для народов отдельные, для государств, о том, что нужен ли ты этому миру или нет, и что ты несешь. И на сегодняшний день, кстати, вот на сегодняшний день, да, если так посмотреть, поднялась эта тема, в принципе, не сегодня, а лет 10 уже, наверное, муссируется. Крымские татары мы или крымцы? О, да. Да. И вот теперь вопрос. А откуда этот вопрос-то возник? Кто мы? То есть, может быть, мы уже на пути к исторической реорганизации своего собственного этноса? Может, мы уже сейчас перерастаем в другой этнос? Вот мы проходим такой, может быть, экзамен. Это такие звоночки, слова просто так не рождаются в этом мире. Поэтому история нам подает много ситуаций, которые мы должны достойно пройти. И показать, что для чего мы нужны этому миру, этому человечеству. И для чего нужны крымские татары этому человечеству? Я думаю, что это именно вот защита прав человека. Потому что если так посмотреть на контекст нашего исторического восхождения, то мы всегда боролись за свои права, отстаивали свои права. Народ-борец? Народ-правозащитник? Борец-правозащитник и созидатель. У нас очень большая, объемная культура, великолепный пласт. И мы всегда сталкиваемся с тем, что нашу культуру, наша история, язык пытаются неоднократно стереть с лица земли. И мы всегда из крошек, из крох каких-то восстанавливаем. Вы знаете, вот в контексте вообще любых отношений, складывающихся в обществе, я всегда исхожу из того, какую повестку дня предлагает государство. Если государство предлагает, давайте это назовем насилием, если государство предлагает жертвенность, если государство предлагает контекст силы, возможно ли любое проявление гендерного равноправия, возможно ли любое проявление учета чьих-то прав, будь то женских, будь то мужских?
Это в контексте крымско-татарского этноса, да, наверное? Вообще. Вообще? Если, ну, давайте по крымским татарам пройдемся, по нашему народу. Мы очень интересные нация, потому что, допустим, мы уже неоднократно сталкивались, что в Крыму были много государств, кроме Крымского ханства. И мы уже, наверное, привыкли не только всецело доверять государству, но и проявлять свои гражданское общество, наше крымско-татарское. То есть государство может создавать законы, нормы поведения, а мы уже регулируем, насколько это нам приемлемо или нет. Я имею в виду, не нарушая, в принципе, законы какие-либо грубейшим образом. Поэтому крымские татары, они не настолько сильно зависимы от политической конъюнктуры на сегодняшний день. У нас все-таки есть свое мнение, которое мы вполне можем как реализовать, выразить, так и, в принципе, уйти в себя и заниматься своими делами. И иметь свою точку зрения, которая не соответствует, допустим, государству тому или иному. А государство, где нарушаются гендерные права, это не есть демократическое государство. Маскулинность, которая воспитывается, да, антифеминизм – это вот те негативные явления, которые отрицательно действуют не только на женщин, но и на мужчин. Давайте еще поговорим про семью. Мы с вами так немножко сумбурно ведем разговор, да, немножко скачем туда-сюда, но я хочу вернуть нас к крымско-татарской семье. Ну, как мне кажется, с моей такой политологического моего взгляда, крымско-татарская семья – это вот самый устойчивый у крымских татар институт, который там выдержал все испытания временем, историческими трагедиями и многими-многими там прочими испытаниями, да, и стал той институцией, которая научила и языку, той институцией, которая научила традициям, передала историю и так далее, да, за неимением иных институтов вот все эти функции выполнял институт семьи. Что сейчас происходит с нашими семьями? И вот та планка, которая была задана мужчинами прошлого поколения, готовы ли нынешние мужчины к выполнению вот тех обязанностей и обязательств перед семьей, перед женщинами? Вы правильно заметили, что многие исторические события повлияли на крымско-татарский этнос, в том числе и на семью, потому что семья это являлась той ячейкой маленькой, где супруги могли консолидироваться и поддерживать друг друга в той негативной атмосфере, которая бушевала внешне. То есть это и депортация, это и переезд из одного государства в другое, это и дискриминация по национальному признаку, по религиозному. И поэтому семья являлась вот тем уютом, тем домом, той крепостью, которая защищала каждого из нас. Угу. На сегодняшний день, ну, может, кто-то скажет, что у нас в принципе-то нет проблем. Поэтому и отпадает, может быть, даже необходимость в брачном союзе у кого-то, да, что, дескать, вот мы замуж выходили, наши родители там в 20, 18, 19 лет, а сейчас передвигается эта планка к 30 годам. Потому что, ну, наверное, мы хорошо живем. Может быть, одна из таких теорий. Ну и плюс, конечно, влияние, если так посмотреть, то мы достаточно долгое время, несколько поколений жили в Средней Азии, где были традиционные устои. А репатриировавшись в Крым, мы столкнулись уже с более европейскими стандартами, и уже несколько поколений-то выросло не в традиционных тех нормах, которые присутствовали в Средней Азии. Мы уже выросли на стыке европейскости. И поэтому наши дети, мы смотрим на то, что есть другие-то, в принципе, семьи. Примеры другие. Да, не заключая брак, не находясь в свободных отношениях. Поэтому внешняя среда формирует и взгляды на семью. И то, что планка, которая задавалась, да, многие уже и не обращают, да, не хотят соответствовать этой планке, потому что со всех сторон, особенно с интернета, блогерства, говорят о том, что ты уникален, и ты должен жить так, как ты хочешь жить. То есть сейчас вот это, скажем так, философия социальная. Концепция реализации самого себя, да? Да, главное это ты. Но это такой эгоизм, наверное, все-таки взращивает в поколение, что вот опять-таки мы приходим к тому, что многие становятся инфантильными личностями, которые не хотят нести никакую ответственность.
А семья – это все-таки ответственность, и очень большая. Да, может быть, поэтому не все готовы вот в таком раннем возрасте вступать в эти отношения, и брать на себя эту ответственность, потому что слишком много интересного вокруг, слишком многое хочется попробовать, а вот эти обязательства, они как-то... Да. Как-то у нас не принято в семье реализовываться. То есть семья – это какой-то груз. Вот у меня есть такое ощущение, что для обеих сторон, причем и для мужчин, и для женщин. Для кого-то груз, а для кого-то это отдушина. Кому-то нравится приходить домой и знать, что вот дом – это полная чаша, где вкусно пахнет, где тебя встречают дети, тапочки приносят, да, где есть аромат кофе. Мне нравится у одного писателя Чеширка, он интересные рассказы пишет. И вот по поводу запаха дома. У холостяка пахнет дом совсем по-другому, чем у женатого. Это и пироги, и ваниль, и корица, и кофе, и так далее. Вот уют создается запахами в доме. Вот действительно, потому что душа дома наполняется именно тем, кто там живет. Кто-то хочет приходить в такой дом, а кто-то, наоборот, говорит, да, никакой ответственности, не хочу нести ответственность. Это именно страх. Это не потому, что некая такая планка, вот я вот такой, а вы все не такие. Это именно вот страх. И мало кто в этом признается. Просто говорят, не родилась еще такая, на которой я женюсь. Но на самом деле это страх ответственности. Возможно. Еще есть такой нюанс, который продиктован сегодняшним днем и теми обстоятельствами, в которых мы живем. У нас не принято доверять российской статистике, но я так или иначе посматриваю на эти цифры, дабы понимать вообще, что происходит вокруг, потому что другой информации у нас, по сути дела, нет, да, такой статистической цифровой информации. Недавняя перепись, я обратила внимание на цифры разницы между количеством мужчин и женщин в целом по Крыму и, в частности, у крымских татар. Так вот, количество женщин превалирует, да, женщин больше, чем мужчин. Эта тенденция наблюдается уже несколько лет, по-моему, в течение десятилетия это происходит в Крыму уж точно. Поэтому я склонна, скажем так, доверять этой цифре, именно в этом контексте. Вот. Давайте, если мы переложим эти цифры на вот то, что сегодня происходит, то, что крымские татары покидают Крым, в основном мужчины покидают Крым, и то, что мужчины иногда принимают решения, которые связаны с рисками для их жизни. Скажется ли это? Очевидно, что кто-то осядет за рубежом, не вернется. Очевидно, что кто-то лишится жизни. Очевидно, что количество мужчин будет сокращаться. К чему я веду? Рано или поздно встанет вопрос о межнациональных браках. Готовы ли мы к тому, что крымско-татарская семья перестанет быть моноэтничной? Я не думаю, что уж прям так мы перестанем быть моноэтничной. В принципе, в каждом народе есть определенный процент межэтнических браков. И крымские татары – это не исключение. Даже при благоприятных условиях все равно были межэтнические браки. Поэтому здесь говорить о том, что миграционные процессы, иные какие-то ситуации, могут ли это подтолкнуть, может быть, но я не думаю, что такой уж будет завышенный процент. И что мы вот как-то растворимся в другом этносе. Хорошо, давайте я... Позитивно смотрю на это. Вы позитивно, а я как-то со скепсисом на все на это смотрю. Давайте я немножко по-другому поставлю вопрос. Если женщина, которая вынуждена будет, так сложились обстоятельства, выйдет за представителя мужчину другой национальности, будем ли мы на выходе, уж простите за такой цинизм, на выходе получать крымско-татарскую семью и крымско-татарских детей? Готова ли сегодняшняя крымско-татарская девушка воспитать крымско-татарского ребенка вне традиционных представлений о крымско-татарской семье? Все, как говорится, кто качает колыбель, какую колыбельную поет, тот ребенок и вырастет в той традиции. Поэтому здесь многое зависит от женщины, от будущей мамы, от настоящей мамы, которая в какой традиции она выберет воспитывать. Хотя, опять же, если смотреть поколенческую теорию, очень сейчас сильно стираются все расовые, национальные, религиозные различия. Будущее поколение, уже дальше, дети наших детей, они все меньше и меньше будут смотреть на то, что мы из другой нации или другого вероисповедания. С этим мы столкнемся.
Это и глобальные процессы, которые нам диктуют, и, в принципе, интернет, который мы можем сейчас лицезреть. Мы не стоим на месте, поэтому, может быть, уже не будет та традиционная крымско-татарская семья, которую мы привыкли лицезреть у наших бабушек, дедушек, и которую мы, допустим, несем, да? Может быть, это уже будет в другом трансформационном каком-то виде крымско-татарская семья. Но опять-таки, я же говорю, все зависит от женщины, которая со своим молоком обучает ребенка родному языку, на каком языке она поет колыбельную, какие сказки она рассказывает. Все это зависит от женщины. И хочет ли она. Готова ли наша крымско-татарская девушка? Вот здесь, конечно, потому что есть много факторов, которые влияют в принципе, на выживаемость, ну так грубо скажем, на выживаемость в этом мире. Потому что сейчас ситуация нестабильная, и каждый может приспосабливаться по-своему. Где-то, может быть, кто-то на второй план отодвигает свою национальность, свою религию для того, чтобы, опять-таки, выжить, да, прожить как-то. А может быть, построить просто счастье? Может быть. Но, опять же, мы не наблюдаем такого вот... Счастья не наблюдаете? Вспышку. Нет, вспышку, что через меркантильные интересы я буду придавать интересы своей семьи, традиции, народа и так далее. Может быть, это какие-то единицы на сегодняшний день, даже не десятки, а просто единицы. Но вот такого перекоса пока не наблюдаем. Но это, опять же, это не статистические наши данные. Нет, это мы только предполагаем. Вот то, что вы сейчас сказали, вы знаете, приводит к выводу о том, что, наталкивает на вывод о том, что крымско-татарская семья создается для того, чтобы существовал крымско-татарский народ. Да, в принципе, это везде говорится, и в наших сказках об этом говорится, и наша религия, в принципе, тоже к этому склоняется. То есть это везде, это нас окружает, что да, это для того, чтобы существовала наша атмосфера крымско-татарская. Мы не говорим, что вот какой-то другой этнос, он хуже. Нет, просто наш этнос – это наше, потому что мы, когда развиваемся, свой дом – это свой дом, да? Когда мы развиваемся внутри своей этнической группы, у нас другие немножечко взгляды на мир. Опять-таки, мы по-другому можем смотреть на те или иные события. И, в принципе, вот в этом кроется разнообразие, в этом кроется чудо всего человечества, что мы имеем, что мы не моночеловечество, да, не моно какое-то национальное сообщество, да, а имеем вот разные религии, разные этносы и разные нации. Мне бы все-таки хотелось, чтобы крымско-татарская семья создавалась для того, чтобы крымско-татарские мужчины и женщины были бы просто счастливы. Да, конечно. Я думаю, что это многие к этому стремятся. Сагыныз, вместо блицев я предложу вам 3 тезиса и попрошу вот коротко и емко ответить на эти тезисы. Крымско-татарский патриотизм – это? Это любовь к Крыму, любовь к своему народу, любовь к своей семье. Родина – это? Опять-таки, это Крым. Даже если мы родились где-то в Америке, в Канаде, в Средней Азии, в Китае, все равно мы знаем про Крым чуть ли не с молодых ногтей. Что значит быть крымским татарином или крымской татаркой? Нести ответственность, показывать всю красоту нашего народа, культуры особенно, языка, и пытаться сохранить то достояние, которое мы наследуем от другого предыдущего поколения. Чох сагыныз. Это был проект Меркес Горушкенджи.